Хундудунухут. Давайте рассмотрим, что такое соединительное деепричастие, например, фразы «самолёдор ниджиры», что означает «я прилетел на самолете». Ереб «я прибыл», ниджа образовано от основы глагола нида со значением «летать». Самолёдор понятно. Можно было бы сказать «онгосор», то есть «онгосо» это по-бурятски лодка или судно, и это слово может быть применено по отношению к воздушному судну. Те, кто ездит в Иркутск на машине, знают, что на Култукском перевале есть поселок Ангасолка. Так вот, его название как раз и происходит от бурятского Онгаса, то есть лодка. Поселок находится на Байкале. Теперь давайте разберем слово «ниджи». Для того, чтобы понять его суть, рассмотрим его с точки зрения логики, понятной носителю русского языка. Для этого развернем фразу в ее полный вид. «Онгасор нииде хунгажи ереб». Переведем эту фразу с конца к началу. Ереб «я прибыл». Гж это многозначное слово, в данном случае оно употреблено в качестве аналога слова русского языка «как», то есть «я прибыл как». Хум – человек, «я прибыл как человек», нииде – летящий, и онгасор на самолете. То есть я прибыл как человек, летящий на самолете. Теперь сжимаем обратно всю эту фразу. Определяемое причастием нииде существительное хум по обыкновению выпадает. Причастие нииде теряет свое причастное окончание а слово гж, теряя свою основу г, присоединяется напрямую к основе глагола нииде. Получается нииджи. Таким образом, это слово объединило в себе само действие и связь с другим одновременным действием. Осваивайте бурятский язык. Дахилмузатра варьте.